21 февраля отмечается Международный день родных языков. Это ток-шоу «Говорить разрешается». Здравствуйте! Язык – это самый сильный инструмент сохранения и развития нашего материального и духовного наследия. Признание и уважение всех языков является ключом к сохранению мира. Каждый язык самобытен, он имеет собственные выражения, которые отражают менталитет и обычаи народа. А первым я хочу предоставить слово человеку, который приехал к нам издалека. И это очень замечательный и талантливый Даниял Исакаев, директор Ногайского ТВ «Дослар ТВ». Спасибо вам большое за то, что вы преодолели такое большое расстояние и сегодня сидите с нами в этой студии. Что для вас ваш родной язык? Для меня мой ногайский родной язык – это, наверное, все. Это то, без чего я не могу существовать. Это то, чем я выделяюсь. А каждый человек хочет быть индивидуумом, хочет выделяться. И это то, за что я болею и чем я занимаюсь. Бывает, отвлекаюсь от своей основной иногда работы, потому что очень действительно больно. Даже я не говорю про нашу столицу Махачкалу, я не говорю даже про наш райцентр. В маленьких аулах дети разговаривают не на своем родном языке. Это очень больно слышать, и я представляю, что будет лет через 30, и я не хочу, чтобы ко мне сын подходил и сказал: а папа, что ты для этого сделал? Теперь я могу хоть сказать, что я для этого что-то сделал. Ногайцы — народ, который разбросан в разных территориях. Это в Дагестане у нас проживает 40% от числа всех ногайцев Российской Федерации. А так мы в 7 регионах проживаем. Нету информационного поля одного, то есть у нас есть некоторые программы на РГВК, на ГТРК. Пришлось создать интернет-площадку, чтобы ногайцы разных регионов умели общаться, имели возможность смотреть родные передачи. Телевидение создалось на частной основе. Ребята наши сами, как-то кто-то там помогал, сидели сами, вот уже года 3 мы существуем, и любой человек через любую точку мира может к нам зайти, смотреть наше телевидение. У нас не телевидение, если так правильно, то это стриминговый сервис, это онлайн-кинотеатр типа Кинопоиска. Мы все программы, это случилось вот осенью, взяли и выложили в доступ, то есть по поисковику можно найти там разные программы, но опять-таки самым для меня ценным является обучение родным языком. Это программа нашего собственного производства, и в первую очередь, чтобы дети не забывали свой язык. Вот для этого мы и существуем. Всем ногайцам большой привет. Вам тоже валейкум ассалам. Спасибо большое. Я так восхищенно смотрела Майя, когда вы рассказывали про свой вклад в ваш родной язык. Мы начали эту программу со слов Данияла Исакаева и подведем итоги тоже вашими словами. Не то что итог, я не думаю, это большая честь. Я хочу отдать должное ребятам. Заур, Имран, салам алейкум. Вы здесь делаете большую работу. Я вообще радуюсь, когда мужчины это делают. А вы будете с ними сотрудничать? Обязательно будем сотрудничать. С Жигитовой я знаком. Мы были на форуме в Москве, фестиваль литературы народов России. Имран, с вашей компанией, там были девушки. Мы познакомились, обменялись контактами. Я узнал, как брать лицензии на озвучивание мультфильмов в том числе. И хочу сказать, бывая по роду деятельности на разных форумах, сколько бы мы ни спорили, сколько бы садик, сколько бы мы с вами, сколько бы школа, сколько бы университет. У меня, например, сестра оканчивала факультет дагестанской филологии в ДГУ. Сколько бы ни делали, все-таки есть люди, которые стоят на основе, это родители. Вот никто не сможет дать язык или любовь к языку, если не родители. Если дома, то есть простые слова: принеси, подай, вода, хлеб. Если ребенок этого не знает, говорить там о предложениях, о нашем сайте даже, честно, не приходится. Поэтому мы, сообщество таких неравнодушных ребят, просим, чтобы родители дома разговаривали, а мы, чем сможем, уже поможем. Спасибо за приглашение. Огромное спасибо.